Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства. Главы МИД Туркменистана и России провели телефонный разговор. Новые послы Армении и Узбекистана приступили к работе в Ашхабаде и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Атахалыева и хакимов вилаятов, посвященное реализации национальной сельской программы и ходу сезонных сельскохозяйственных кампаний. Как отмечалось в эти дни, в вилаятах ведутся работы по сбору урожая хлопка до последней коробочки. Наряду с этим на площадях, которые будут засеяны в следующем году хлопчатником, проводится вспашка и обогащение почвы минеральными удобрениями. В то же время обновляется парк сельхозмашин и производится ремонт спецтехники и агрегатов, которые будут задействованы в весенней посевной. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудили по телефону ключевые аспекты туркмено-российской повестки дня. В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, а также отметили значимость продолжения взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и России. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов в понедельник принял копии верительных грамот нового посла Армении Арсена Авагяна. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества между Туркменистаном и Арменией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями касательно их дальнейшего развития. Кроме того, стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, детально рассмотрено сотрудничество в области транспорта и энергетики. Глава МИД Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с новым послом Узбекистана Равшанбеком Алимовым. В ходе встречи стороны отметили схожесть позиций по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня, а также успешное развитие торгово-экономического сотрудничества и гуманитарного партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном. Министр торговли Турции Омер Болат посетит Туркменистан с официальным визитом. В ходе своего визита турецкий министр примет участие в открытии выставки турецких компаний, которая пройдет с 4 по 6 декабря в Торгово-промышленной палате Туркменистана. Кроме того, Омер Болат встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и вице-премьером по торговому комплексу Нокергулы Атагулыевым. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Станислава Чепурнова новым послом в Туркменистане. До настоящего времени Станислав Чепурной работал начальником управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совета министров Республики Беларусь. Он сменил на дипломатическом посту Вячеслава Бескостова, который возглавлял белорусское диппредставительство в Туркменистане с 2019 года. В Афганистане начались практические работы по реализации афганского этапа проекта газопровода ТАПИ. Техническое оборудование, необходимое для реализации проекта, было доставлено в район границы Афганистана и Туркменистана. Согласно информации, после завершения проекта ТАПИ 12 тысяч граждан Афганистана получат рабочие места, а годовой доход страны от реализации этого проекта составит около $1 миллиарда. Космическое агентство НАСА сообщило о приближении 2 крупных потенциально опасных астероидов к нашей планете. Ожидается, что эти космические объекты пройдут вблизи Земли 3 и 4 декабря. Размеры астероидов 402 и 387 метров, что сопоставимо с высотой известного нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Согласно расчетам специалистов, один из астероидов пройдет на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, а второй – более 5,5 миллионов километров. Мужская сборная Туркменистана по баскетболу 3х3 примет участие в суперфинале Единой континентальной лиги, который пройдет 7-8 декабря в Калуге. Турнир соберет 12 мужских и 8 женских команд из России, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Сербии, Турции и Франции. По итогам жеребьевки туркменские баскетболисты попали в группу С вместе с командами Киргизстана и московским клубом «Руна». Полузащитник Аркадага Шаназар Теркишев признан лучшим игроком ноября в высшей лиге Туркменистана по футболу. В ноябре 27-летний футболист забил 4 гола в 3 матчах. Теркишев забил 14 голов за Аркадаг в этом сезоне и занимает 5-ю строчку в списке бомбардиров высшей лиги. На первом месте с 30 голами идет Дидар Дурдыев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.